Притворяться. Это да. Заложники. Так, еще вопрос у них был один. Дек идуй отцун за года милдоба. Вы от чего харились? Значит, трупы пускай забирают. Где они есть, там трупы отдавать без всяких препятствий. Вот. Если они знают точное место, где они захоронены, значит, сопроводить, беспрепятственно пропустить и отдать трупы. Вот. Никакого разговора насчет трупов не может быть. Ну все, в общем, однозначно так. Я еще раз повторяю, передайте там. Я через и генералу Трошину говорил, что обмен всех на всех. Так. Вот кто это убирает? Ай. Что не слышно? Остальные где вчера? Куда? Вот он, Коля. Абдул Избит. Сын мой. Да? Да. Со своими сыновьями. Встреча с матерями. Да. Мы здесь. Твоя мать тут? Моя мать, я не знаю, я в Грозном последний раз видел, сюда не приезжал еще. Вот кто встречался с матерью? Вот, видите, вон. Какой? Ну, вот черный мальчишка царапается рядом, за ним вон. Вот он. Вон второй. Когда? Какой? Ну, их судьба примерно когда решится? В двух словах. Их судьба когда решится? Их судьбу, ну, их судьба не в наших руках, во-первых. Их судьба, их руководство Российской Федерации. Желание. Нашел? Да, часть нашел. Ну что же часть по страницам не можешь сложить? У тебя не руки, а грабли, честно слово. Вот на еще вот это. Самая главная задача твоя – ехать так, чтобы я знал, как ты перемещаешься. Ну, это естественно. Да это не естественно. Значит, вот я точно так же инструктировал господина Рената в том, что Ренат, дорогой, значит, так не. Но я понимаю, ты вот с утра думаешь, что как придумать то, чтобы, так сказать, не делать, и оправдаться в этом. Я не знаю. Значит, я тебе хочу рассказать. Дальше бегаешь. Хочешь, я тебе расскажу еврейский анекдот. Ну, понятно. Отправить стоит. За километр было, ходился было. Велаться был. Ничего себе. Раз, два, три, четыре. Вот. О, Колонна какие танков, да. люди. Вот и что ты будешь делать? Да, конечно, вообще-то тебя где-то надо пробивать. Пробивать. Наш танк. Абсолютно танки, но все равно куда, как плюнуть. Бог.
знаешь, как чисто Почему из них живых оставалось каких-то 6-7 человек. Их тоже уже нет. Из них, может быть, несколько человек еще где-то есть. Больше живых из этой бригады нет, ты это знаешь. Что Аслан Масхадов просит? Значит, на предварительных наших встречах все время мы говорили о том, чтобы менять всех на всех. Значит, вот эту работу надо проводить. Это раз. По раненым не будет никакого торга. Раненых мы отдаем всех, кого есть. Всех ваших, без никаких условий. Трупы тоже не нужны. Вопрос в том, что мы проводим встречи, договариваемся, а процесс не идет. Вот, не идет, знаете почему? Потому что вы нарушаете, вы ведете военные действия, вы никак не хотите прекратить эти сражения, никак не хотите избивания младенцев. Тогда на этой территории, Николай, даже мне опасно находиться здесь. Даже мне. В любое время 4 танка вот так закроют дорогу, и я окажусь в заложниках. А это от вас можно ожидать любую секунду. Командующий удивился. Такое мощное, в том числе американское вооружение, которое не имеет даже обычные солдаты. Боже мой, эти японские, эти самые радиостанции, винчестеры, это, пожалуйста, продаются. С оптическими прицелами. Конечно, ну, по потому что мере... мы же 3 года независимым государством, Николай, были. 3 года. Мы же ездили куда хотели. И привозили, что хотели. Внутри России, правильно? Почему внутри России? Почему мы внутри России? Мы свой суверенитет взяли столько, сколько хотели. Который нам Ельцин обещал. Пропал ты, правда, без вести? Надолго пропал, надолго. Вчера мы разговаривали насчет тебя. Ну, проходи. Добрый день. Вы Петр Александрович, да? Давайте познакомимся. В Гражданском 2 казачьи лампасы генеральские. Все, они не пропускают. В лампасах видим сразу. Давайте включайтесь в нашу работу. Мы всегда будем рады. Да. Вы же по тем спискам, которые находились у нас в то время, же работали и всех пленных знали. Да. Они сейчас, эти списки есть вот на блокпосту, где женщины. Кстати, женщины очень хотели с вами поговорить. А которых вообще в списках нет. Зачем этих родителей мучить, возить туда-сюда? Вот это я не понимаю. Почему командование российской армии не может сказать, ваших ребят нет в живых? Их съели собаки в Грозном, когда мы их просили похоронить. Почему российское командование не может этим матерям сказать, ваши ребята по нашей глупости погибли? Погибли, а мы их вовремя трупы не взяли. Мы просили вас, заберите трупы, собаки едят, носы едят, уши едят. Ну, я помню. Помните? Да. Ну почему никто не может осмелиться им сказать, зачем их возить сюда, в Чечню, и потом делать из чеченского народа какого-то изверга? Нет, мать будет верить, пока труп не увидит. Ты был бы отцом, ты никого не верил бы, а командованию российскому тем более они не верят. Они тут, так сказать, что там... Ну хорошо, вы хотите, чтобы я встретился с матерями, и такой же человек, как вы, я же не военный человек. Нет, но я тебя прошу. Чтобы я их огорчил, да? Нет, я это никогда не сделаю. Ты хочешь, чтобы я их огорчил? А вы хотите, чтобы чечены огорчили, да? Нет. Почему? Нет. Значит, Я еще не прощаюсь. Нам еще надо поставить 2 вопроса. Да. Хорошо. Иван, поехали.
Все. Кто у нас командир? Абу, привет. Передайте, завтра я буду. Ногти? Да. Ну что, все? Младший сержант Завьялов Владимир Ильич. Рядовой Черника Николай Николаевич. Поздравляю. Спасибо за проявленный разум, за мужество. Держите сумки. Значит, я вам расскажу, есть вариант. Значит, завтра мы будем здесь, прилетим членами Совета Федерации. Но вот эту, я думаю, что миссию мы сделаем, мы окажем гораздо больше пользы. Я вам честно, вот, клянусь, поверьте мне. Хотите? Нет, какую сторону? Руку. Дай. Ну вот лучше подсадил. Держи. Носки порвет, осторожнее.